Николь Барциц давно занимается творчеством. Увлекающиеся искусством горожане уже знакомы с ее тонким почерком. Как рассказывает молодая художница, обычно для того, чтобы написать одну картину, ей требуется немало времени. Но под руководством швейцарских художников ей удалось сделать 7 работ за один день. Все получилось, но хотелось немного отойти от заданной цветовой гаммы, ведь можно было использовать лишь 3 цвета, говорит Николь. Требовалось ни в коем случае не отходить от цветовой палитры, то есть красный, черный и белый. И поэтому я как-то придерживалась вот этих вот норм и не выходила за рамки. Но требовалось от меня, конечно, там жуткую такую тему туда вложить. Это уже требовалось. Я не могла как бы спорить, я сказала, ладно, я могу, я попробовала. Да, жутковатка, скалопендра получилась, но все же надо было по теме работать. В центре зала гостей встречает, пожалуй, самая неординарная работа. Автор этого, как можно предположить, пришельца с неведомой планеты Николай Гайдаржи, студент факультета изобразительного искусства. По словам самого художника, создавалась работа совершенно спонтанно, из подручных средств. Николай, так же, как и другие, по требованию наставников из Швейцарии, должен был вложить в эту работу зловещий смысл. Получилось то, что получилось, говорит автор работы. Весь устрашающий вид импровизированной скульптуры рассеивают уши, напоминающие желтые крылья весенней бабочки. Нам нужно было уже сворачиваться и уезжать побыстрее. Из подручных средств и всякой канцелярии решил придумать какой-то образ такой грозный, немного устрашающий. Думаю, получилось, у меня оценили немного. Я его делал где-то 2 дня, то есть не полных дня, а часа по 4 в день где-то. Установка на некую жуткость, которую дали швейцарские художники, почти не отразилась на внутреннем состоянии юного художника, отмечает сам Николай. Однако у некоторых ребят все же случались позывы к депрессии. Знаете, позывы были, но я держал себя, и самообладание тоже было. Некоторые после уезда, после этого воркшопа начали какие-то посты ВКонтакте, там странные, суровые, что-то непонятное. Я думаю, что-то на вас это повлияло. Наверное, на одного меня не повлияло. Но все равно мне очень понравилось. Кроме различных скульптур, созданных из самых обычных предметов, присутствующих в современной жизни, посетители могут увидеть слайд-шоу из множества фотографий. Движение создается при помощи быстрого наложения кадров. Видео, которое в конце зала, созданное из огромного количества кадров, которые... По сути, это были фотографии, которые заложены в программу, обработаны, и та динамика, которая создается с помощью фото, она не типичная, не такая пластичная, как динамика обычных фильмов, снятых на камеру. И самое интересное, что это очень быстро сделано. То есть, в принципе, они снимали фильм и монтировали его, и накладывали звук за 1 день. Картины, выполненные красками, на которых невольно останавливается взгляд, являются отображением глубоких и мимолетных эмоций и чувств автора. Меня переполняли абсолютно разные чувства. Во-первых, нас было очень много, и люди все, кто работал со мной, они все просто оставили меня одну. Я слышала только, как они разговаривают недалеко от меня. Я слышала, как играет музыка, но они специально не подходили ко мне, чтобы не отвлечь меня от этой работы. И меня переполняли такие эмоции. Я постоянно... У меня можно даже заметить, что я то делала какие-то медленные мазки, как только у меня падало настроение, то, как у меня поднималось настроение, я начинала делать что-то более быстрое. В целом, ребята подошли к подобному творческому уединению в одном из заброшенных районов города Ткварчал с энтузиазмом и юмором. Участники проекта также отметили, что у них с наставниками из Швейцарии разное видение и понимание искусства. Иногда мы друг друга не понимали, но в основном, конечно, все было хорошо, потому что и они соглашались с тем, что мы делаем, и мы. Но, конечно, это разные культуры. Им хотелось от нас больше свободы, больше самостоятельности. Выставка будет открыта до конца дня 11 мая. Амелия Сатурян, Торник Амичба, Абаза ТВ.